астында күн сөнгенше сөнбейміз, ел алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Құрметті қазақстандықтар, сіздермен бүгін Жан Шыңғыс, Алаш партиясы. Бүгінгі отырып сұхбат алып отырған себебіміз, бүгін бізге сұхбатқа өте маңызды мәселе бойынша электр қуатына байланысты маман және де өзі электр қуатымен қамтамасыз ету саласында жұмыс істейтін Варвара Михайловна Лешкевич келіп отыр. Сонымен қатар, құрметті қазақстандықтар, айта кеткім келеді, қазіргі таңда Алматы облысынан бастап, Жомарт саяжайынан бастап, ауыл жерлерде, саяжайларда электр қуатына байланысты өте күрделі мәселелер туындап отыр. Ол ең бірінші электр қуатының тарифінің өте қымбаттығы 28 теңге және де қауіпсіз сапалы болмауы. Бұл бүкіл Қазақстанда ауылдарда болып жатқан жағдай деп айтқым келеді. Қазір қысқаша бізге маман ретінде Варвара Михайловна қызы айтып береді, бұл мәселе қалай орын алып отыр және де қандай мемлекеттік органдар бұл жерде көмек бермей отыр және қалай шешу керек. Бұл мәселені шешу үшін біз ең бірінші қазақстандықтар бәріміз бірге отырып, сауатты түрде шешуге жолдарын іздеуіміз керекпіз. Здравствуйте, Варвара Михайловна. Здравствуйте. Спасибо огромное, что вы уделили время. Сегодня у нас такая необычная встреча. Я хотел вас пригласить, чтобы вы коротко рассказали, что происходит с обеспечением электроэнергии, которой страдают в основном все жители, начиная от дачных массивов, сельских местностях, даже городах. Но так как вам известно, что жители дачных массивов, они более уязвимые слои населения, которые не могут себе позволить платить по 28 тенге, но в то же время платят, они нуждаются в решении этих проблем. Как вы это видите, какие со стороны вас были приняты меры, обращения, и кто здесь замешан, и как мы можем это решить совместно? Здравствуйте, уважаемые казахстанцы, очень приятно, Жан Чингис. Основная сложность с электроснабжением – это отсутствие совершенно ремонтных работ на подстанциях, на линиях, на передающих электроснабжение непосредственно от АЖК. Я вижу проблему в том, что наше население может и оплачивает тариф, даже несмотря на то, что сейчас тариф был завышен, но решение это не принесет. Хищение электроснабжения – это основная проблема у нас по Алматинской области, и дачных массивов, и частных ТП, и жилых комплексов. Трансформаторы, которые обеспечивают частные компании, ГКП в том числе, находятся в удовлетворительном состоянии, но ремонты до трансформаторов не производятся совершенно. Компании, которые обслуживают население, собирают деньги у жителей по совершенно драконовским тарифам. Это 28 тенге, это 32 тенге, доходит до 50 тенге. Я знаю такой жилой массив, где собирают 50 тенге за киловатт. И жители это терпят и платят. Но оплачивает ли эта компания в Энергосбыт ту сумму, которую она собирает? Нет, она ее не оплачивает. Оплачивает максимум 10% от собранной суммы. Почему не задействовано в этом глобальном хищении АЖК, нам непонятно. Мы писали, мы от компании, от своей, мы столкнулись с тем же самым хищением. И мы это видим. Мы писали в АЖК, мы писали в Энергосбыт, в Акимат, мы писали в прокуратуру. Сейчас заведено уголовное дело, но решения мы не видим. Все отписываются, что мы не имеем права вмешиваться. Никто не хочет производить анализ между оплатой Энергосбыта и оплатой абонентов. Непонятная ситуация. Хотя нам всем понятно, у нас коррупция. Да, основная здесь, к сожалению, причина всего является у нас в Казахстане коррупция. Везде в системе коррупция, и все заявления, обращения комитетного органа у нас только отписываются. Если вы обращались в прокуратуру, АЖК, мы со своей стороны только по Жомарту писали более 1000 заявлений. Последнее наше заявление совместно с вашим было направлено, сдано администрации президента 22 апреля 2021 года. Мы даже управление атомной энергетики, антимонопольный комитет, все органы писали. И, как ни странно, все говорят, что никто здесь не имеет права вмешиваться, все ни при чем, но люди страдают. И у меня вопрос, до какой поры люди будут терпеть и страдать и платить?
У меня такое чувство, что люди готовы даже платить по 100 тенге. Но это неправильно, потому что я боюсь, что протестный настрой людей еще больше повысится. Это может привести, как сказать, очень плачевным ситуациям. Поэтому мы должны уже думать о решении этих проблем. Мы все знаем, кто виноват, мы все знаем, что происходит. Я думаю, пришло время уже находить выходы решения. Вот ваше предложение, что надо делать? Я знаю, что с депутатом Народной партии, депутатом Мажилиса Ириной Владимировной, совместно со мной мы встречаемся с инвесторами. И мы должны, думаю, здесь все использовать усилия, чтобы как-то привлечь инвесторов, уже начать решать. Я знаю, что начать решать проблемы и всегда начать очень тяжело, потому что все развитые страны уже перешли к этой энергии, да, зеленой энергии, экономичной энергии, да, альтернативной энергии. Только мы отстаем. Но я думаю, уже пора уже обратить на это внимание и выйти совместно с вами Тукаеву открыто. Что вы думаете об этом? Я считаю, что альтернативная энергия у нас не просто может существовать и имеет право существовать в нашем Казахстане, но и является она является целесообразной. Сам тариф, он не превышает, альтернативная энергия не превышает 6-8 тенге за киловатт. Но исходя из коррупционных возможностей нашего Казахстана, этот тариф, конечно, будет значительно завышен. Если мы решим вопрос непосредственно с нашим правительством, с антикоррупционной, сейчас у нас новый руководитель, на которого мы возлагаем большую надежду, и для этого наше письмо было предоставлено непосредственно президенту нашему. Мы надеемся, что, исключая коррупционные риски, мы альтернативную энергию введем в нашем Казахстане. И для нашего населения это будет не просто выгодно и очень удобно, а еще и поддержит нашу экономику, потому что это действительно очень благое дело для Казахстана. Зеленая энергия, да, альтернатива, она для нас очень важна. Все понятно. Құрметті қазақстандықтар, міне сіздермен бірге болған, қысқаша айта кеткен Барбара Михайловна Лешкевич. Бұл кісі жай адам емес, бұл кісі маман. Және де біз әрқашанда Алаш партиясында сын емес, шешу жолдарын іздейтін партиямыз. Өйткені бізде қазіргі таңда ең маңызды мәселелердің бірі, жер мәселесінен кейінгі электр қуатымен қамтамасыз ету мәселесі бірінші орында тұр. Бұның шешу жолдары бар екенін айқын айтып отыр, бірақ ол үшін ең бірінші біз белсенді болып, жемқорлыққа қарсы агенттікпен бірге жұмыс істей отырып, жемқорлықтың түбін жоюымыз керекпіз. Осы видеомен барлықтарыңыз бөлісе отырып, көздеріңіз ашық, көкіректеріңіз ояу болсын демекпін. Варвара Михайловна, огромное вам спасибо. Я думаю, мы в дальнейшем будем вместе сотрудничать, пока все граждане не будут обеспечены электроэнергией. Я надеюсь на успех. Спасибо огромное. Спасибо, до свидания. До свидания.